Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики социальных сетей. Мы находимся у Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. Место нашей встречи наверняка известно многим жителям города и гостям, ведь именно здесь можно познакомиться с историей нашего края. В этом году Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей отмечает столетний юбилей со дня открытия. 100 лет музей хранит для нас и рассказывает историю нашего края. Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей основан в 1924 году. Музей располагается в нескольких зданиях, которые являются памятниками архитектуры. Вниманию посетителей представлены экспозиционные залы, в которых проводятся обзорные и тематические экскурсии для всех желающих. Экспозиция построена на принципах общеисторической периодизации с древнейших времен до современности. Посетители музея могут познакомиться с материалами археологических исследований Северного Казахстана, с уникальными экспонатами по истории края. И сегодня о том, какие культурно-образовательные проекты разработаны в музее, нам расскажет заместитель директора по основной деятельности Шалкенов Еркен Каспанович. Здравствуйте, Еркен Каспанович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие материалы и экспонаты могут увидеть посетители музея? Жители и гости нашего города, нашей области, придя в наш Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей, могут познакомиться с историей нашего края, начиная с древнейших времен до современности. Посетителям представлено 13 залов. Это 2 зала посвящены природе, палеонтологии, древней природе и современной природе нашего края. 4 зала посвящены археологии. Далее мы зрителям, посетителям предлагаем посетить залы, раскрывающие историю образования казахского государства и казахской этнографии. Далее у нас залы знакомят с историей города, основания города в XIX веке, история нашей области, начиная с 1900 по 1940 год, затем с 1940 по 1990 год, и залы, уже отражающие историю независимого Казахстана. Мы с вами можем сейчас пройти в первые залы и посмотреть первые находки или первые экспонаты, которые поступили в наш музей. Наш музей в этом году отмечает свое 100-летие. Был он организован, открыт в 1924 году по инициативе Акмолинского губернского общества по изучению местного края. Оно было создано в 1923 году. И вот активисты этого общества вышли с предложением о создании музея. И в 1924 году он был создан. Примерная дата – это январь, 1 января, но через месяц музей уже был открыт. И самые первые находки, которые поступили в музей, это, конечно же, палеонтологические находки. Наш музей находится в здании, расположенном на улице Конституции Казахстана. Это здание 4-е в его истории. Как только музей был создан, был выделен небольшой домик по улице Караванной. Потом он переехал через 2 года на улицу Коммунистическую. Затем располагался по улице Советской. И вот в 1967 году нашему музею было выделено здание, вот это 2-этажное здание, памятник архитектуры XIX века, дом купца Аркеля. Музей располагался в этом здании, но в 1986 году нашему музею также выделили вот эти еще остальные здания. Это
жилой дом купца Стрелова и магазин купца Стрелова. И эти здания были соединены вот такой кирпичной вставкой, и в итоге получилось, что наш музей занимает целый квартал от улицы Парковой до улицы Жамбыла-Жабаева. И кроме этого мы также буквально недавно, несколько лет назад, расширили свое музейное пространство, и музейный дворик, который находится за зданием, он также стал одним из таких пространств нашего города. Ну, экспозиция нашего музея занимает более 1700 квадратных метров, а саму территория музея занимает около 2500 квадратных метров. На сегодня наш музей является одним из главных объектов культуры нашего города и области. Мы находимся в зале палеонтологии, и именно здесь, в этом зале, находятся первые находки, поступившие в наш музей. Это, конечно же, останки древних животных. Вы здесь можете увидеть и бивни мамонта, это зубы мастодонта, фрагменты черепа мамонтов, шерстистых носорогов и древних оленей. Нужно сказать, что эти находки принесли жители нашего города и области, которые были найдены случайно вдоль берега Ишима или на территории области в ходе строительных или каких-то других земляных работ. Поэтому мы гордимся, что вот эти экспонаты до сих пор украшают нашу экспозицию. На сегодняшний день в фондах областного историко-краеведческого музея насчитывается более 350 тысяч экспонатов. Большая часть из них – это археологические коллекции. Одним из таких уникальных и первых материалов, которые поступили в наш музей, это вот этот бронзовый котел. В 1928 году недалеко от урочища Бармашино, это Щучинский район, тогда уже еще Акмолинской губернии, вы знаете, Петропавловск был центром. И вот тогда случайно при ремонтных работах под плитой весом 40,5 тонн было обнаружено захоронение. Там были обнаружен череп человека, были обнаружены 15 бронзовых наконечников, было найдено 15 золотых пластин и был найден вот этот бронзовый котел. Эти материалы были отправлены в Государственный русский музей, вот, а в фондах нашего музея остался вот этот вот экспонат. Эти находки этого захоронения были описаны известным ученым, археологом, членом Академии наук российской, это Бернштамом, всем известным ученым. И вот нужно сказать, что уникальность этого котла в том, что, во-первых, его необычный такой вид, и нужно сказать, что, вероятнее, этот котел очень долго пользовался, на нем можно увидеть, если внимательно присмотреться, следы ремонта, то есть заплатки залитые, и когда он, видать, пришел уже не в годность, его захоронили вместе с этим человеком, который был захоронен. Ну, такие находки, золотые пластины и вот такой, значит, бронзовый котел говорит о том, что человек, который был там захоронен, имел очень высокий статус в обществе. Большую часть археологических коллекций и материалов, которые хранятся в наших фондах, представляют батайскую культуру. Поселение Батай было открыто и начало изучаться в 80-м году нашим известным ученым, профессором, доктором исторических наук Виктором Федоровичем Зайбертом. В нашем музее этой батайской культуре посвящен
целый зал. Почему? Потому что очень уникальное поселение, и Виктор Федорович, значит, в чем открытие его уникально в том, что на основе материалов этого памятника Батай было доказано, что на территории нашей области была одомашнена лошадь. Об этом свидетельствуют материалы. Ну, во-первых, материалы археологические при раскопках более 90% из всего материала представлены были это кости лошади. Кроме того, остеологи, ученые, которые изучали костные останки, говорили о том, что это была не дикая лошадь, а домашняя. Ну, по многим признакам, даже по форме черепа, по стертости зубов, то есть свидетельствует о том, что эти лошади управлялись при помощи удил. Ну, о том, что здесь в то время уже доили кобылы и использовали кобылье молоко в пищу, доказывают останки, органические останки на стенках керамических сосудов. Хозяйство батайцев было очень разнообразным. Это и рыболовство, и охота, конечно, но и керамическое производство. Но самое главное, это же, конечно, было скотоводство, в частности, коневодство. У нас в зале представлены все разделы, касающиеся основным видом хозяйства. Но нужно сказать, что очень уникальным экспонатом является, конечно же, череп, найденный на территории этого поселения. Череп человека с трепанациями. То есть уже тогда батайцы умели делать хирургические операции и производили сверление черепа. Нужно сказать, что с этими отверстиями человек еще жил несколько лет. С какой целью проводились, вы знаете. Археология – это наука гипотез. Одна из версий может быть, что типа какие-то магические обряды были связаны именно эта операция с ним. Одним из уникальных экспонатов нашего музея является шлем воина, шлем батыра, который представлен в нашей экспозиции в зале истории казахского государства. Это случайная находка. Поступил этот шлем воина в 60-е годы. И уникален тем, что этот шлем боевой, мы будем говорить, потому что на самом шлеме остались следы от ударов сабель. Уникален он тем, что по ободу этого шлема сделана надпись золотом, арабской вязью, 4 суры из Корана, а на самом козырьке золотой вязью написано имя владельца этого шлема, имя его Якуб по-другому. Вот. Ну, нужно сказать, что история этого шлема, вероятно, относится к 16-17 векам. Вообще ученые, изучавшие этот шлем, датируют его 17 веком. Но вероятнее, что он принадлежал батырам, участнику джунгарских войн. В апреле 1947 года директором областного историко-краеведческого музея назначается Константин Сергеевич Ушков, который проработал директором более 40 лет. Именно при его деятельности музей расширяет свои экспозиционные залы, занимается научной обработкой экспонатов, материалов, хранящихся здесь, составляется научная библиотека. И нужно сказать, что этот период, как раз 50-е, 60-е годы, в истории нашего музея очень значим. Ну, достаточно сказать, что в
В нашем музее работал такой видный ученый, в прошлом директор Национальной библиотеки города Вильнюса Антонас Пошка. Именно он как раз занимается антропологией, принимает участие в раскопках археологических памятников. И вот одним из таких известных находок в 1952 году был на территории нашего области был найден скелет мастодонта. Этот костяк, прям сохранившийся почти полностью, был извлечен, и на сегодняшний день, к сожалению, он хранится не у нас, а хранится в городе Алма-Аты в музее антропологии. Вот. Кроме него мы можем сказать о человеке, который тоже внес большую лепту в музейное дело в деятельность нашего музея. Это ученик известного ученого Торле Александр Игнатьевич Семенов. Вот здесь вот в витрине представлены их фотографии. Мы нашим посетителям рассказываем о том, что они здесь работали. Именно как раз Александру Игнатьевичу принадлежит большой труд «История города Петропавловска». И вот рукопись хранится в нашем музее. И очень много сведений до сих пор ученые и краеведы как раз получают информацию из этого научного труда. Кроме этого, в 50-е годы в нашем музее работал известный ученый, это Георгий Фурсе, который вот именно как раз изучал наши фонды, и вот зарисовки бронзового котла, о котором мы вам говорили, вот как раз были изучены этим ученым. Ну, кроме этого, в нашем музее работал известный эстонский скульптор Сергей Иванович Эллер. Он как раз по заданию нашей дирекции нашего музея создал скульптуры известных наших людей Абая Кунанбаева, Шуканова, Ильханова, гипсовые бюсты, которые хранятся в фондах нашего музея, являются гордостью наших фондов. Но нужно сказать, что в 50-е годы очень много известных ученых и художников проживало репрессированных в нашем городе. Одним из них как раз был Сергей Райхенберг. И как раз вот в стенах нашего музея тогда проводились первые художественные выставки с участием Сергея Райхенберга, Эллера, Фурсе и многих других. И вот тогда фонды нашего музея пополнились их картинами. Одна из известных картин для наших жителей нашей области и нашего города – это известная картина «Петропавловская крепость» Сергея Райхенберга, которая сейчас, и еще несколько картин было у него приобретено, и сейчас эти картины хранятся в фондах Музея изобразительных искусств. Ранее Музей изобразительных искусств был отделом областного историко-краеведческого музея, а в 1989 году в связи с увеличением фондов художественных он был выделен в отдельный музей и получил статус областного музея изобразительных искусств. Главной задачей музея является не только сбор, хранение, изучение материального наследия нашего, но и популяризация историко-культурного наследия. В рамках этих задач у нас в нашем музее работают несколько проектов музейных. В частности, допустим, работает 5 музейно-образовательных проектов. Допустим, проект «Дороги в прошлое» по истории деревни края,
проект «Шагнувший в вечность» по истории, по военно-патриотическому воспитанию. Это дороги, это, допустим, проект «Сохраним традиции», связанные с традициями и обычаями национальностей, которые проживают на территории нашей области. Это, допустим, проект «Тропками родного края», это по изучению природы и экологии, экологическому проекту. Ну и также проект, допустим, «Праздники народного календаря». Это тоже проект такой, включающий в себя, значит, такие праздничные мероприятия, посвященные празднованию Наурыз, посвященные Новому году или посвященные, допустим, такому народному празднику, как Масленица. Вот. Но кроме этих проектов, которые в основе аудитории этих проектов является, конечно же, наша молодежь, это учащиеся и студенты, и даже воспитанники детских садов. Ну, кроме этих проектов, хочется отметить такой проект по пропаганде и популяризации археологического памятника Батай, который является брендом нашей, не только нашей области, но и всей республики. Потому что этот памятник получил всемирную известность, и наша задача, конечно же, популяризировать этот памятник. В рамках этого проекта популяризации памятника проводится международный симпозиум художников, который был нами проведен, первый симпозиум в 2019 году, в котором участвовали художники из ближнего зарубежья. Это Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Казахстан. Ну а в прошлом году был проведен второй международный симпозиум, в котором география участников расширилась, и участвовало уже 8 стран, не только ближнее наше зарубежье, но и художники из стран Европы и Африки. Ну, это из Румынии, Грузии, Франции, Канады, из Бенина. И вот в этом симпозиуме количество участников – это 20 художников мы приглашаем. Они, конечно же, участники первого симпозиума подарили свои работы в фонд нашего музея изобразительных искусств. И вот в рамках этого проекта мы, конечно же, проводим комплексные выставки выездные. Там комплексные выставки – это не только картины, это памятник глазами художников, картины художников, но и этнографические вещи, и непосредственно археологический материал с памятника Батай. Мы стараемся, конечно, эту выставку познакомить жителей Казахстана, но и в прошлом году с этой выставкой мы выезжали в город Самарканд. Выставка называется «Батай. Культура Великой Степи». И в планах у нас выездные выставки в Кыргызстан, ну и, конечно, в Россию. Ну, в этом году мы планируем в Тюменскую область, в музеях Тюмени выставить эту выставку. Ну а у нас мы в этом году с этой выставкой «Батай. Культура Великой Степи» планируем выехать в Павлодарский историко-краеведческий музей. Ну, кроме этих проектов у нас еще работало, и я думаю, мы сейчас будем работать по проекту «Туган Энер, Туган Сыр». То есть здесь мы рассказываем о художниках, наших земляках, которые живут вне границ нашей области. Ну и рассказываем о наших известных поэтах и писателях. Нужно сказать, что наша Северо-Казахстанская область одна из литературных
заповедных зон, потому что более 60 имен писателей и поэтов известны не только у нас в Казахстане, то есть наши земляки-уроженцы известны не только у нас в Казахстане, но и за рубежом. Ну, прошлый год мы вот, проект у нас был «Олты Сюгенылы Махжан», посвященный 130-летию со дня рождения великого нашего земляка-поэта Махжана Жумабаева. И в рамках этого проекта мы с выставкой проехали по всем районам нашей области, и в частности город ознакомили. Ну, в дальнейшем у нас наступивший год также богат юбилярами, нашими писателями и акинами. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Желаем вам эффектного юбилейного года и также надеемся на наше сотрудничество. Спасибо большое. Мы тоже надеемся, что те мероприятия, запланированные в рамках празднования столетия нашего музея, я думаю, пройдут хорошо. И, конечно же, без вашей помощи и вашего участия, и общего сотрудничества, конечно, мы их проведем достойно. Предлагаю и вам посетить наш музей, чтобы совершить экскурсию, начиная с древнейших времен до современности. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч!